Ассаламу алейкум. Добрый день, приветствую всех. Сегодня 22 мая 2020 года. С вами снова я, Аслан Арцуев. Как меня слышно, как меня видно? Скажите, пожалуйста. Как меня видно? Так. Ничего не трогать, не трогать. Так, хорошо, не буду. Так, валейкум, добро пожаловать. Всегда рады, бро. Так, видно хорошо. Слышно тоже хорошо. Видно-то у нас, в принципе, бывает нормально. Иногда, правда, прапорщик нас атакует, а так нормально. Все супер, все отлично, Адам. Дайресуль, все отлично. Так, ассаламу алейкум, говорит Адам грузинский. Ва алейкум салам, Адам, ашвойль. Так, да, уже нашли ругаться с кем, хорошо. Значит, живем. Все отлично. Хорошо. Давайте тогда начнем наш стрим. Бисмиллахи рахмани рахим. Надули духвай, да, мулавай ух. Как вы помните, в среду на стриме на чеченском языке мой один из подписчиков сказал, что два дрона, что они видели два дрона или один дрон вдвоем там с соседом. Я Кадырову сказал, что не надо волноваться, все нормально, но все равно в тот же вечер Кадыров заболел. И мы бы поверили бы, если бы они нам постоянно не врали бы. Но они нам постоянно врут, поэтому мы им никогда не верим, и все, что они говорят, подвергаем сомнению. Мишустин заболел, Кадыров заболел, кто там, Песков заболел. Слишком много заболевших на одно правительство. Ни в одном правительстве в мире столько заболевших не было. Причем заболевают именно близкие Путину товарищи. Это, во-первых, может быть связано как на самом деле с болезнью, так может быть связано с тем, что больше всего вероятно, что просто решили пропасть с радаров. Во-первых, чтобы в случае после гибели, массовой гибели людей, которая ожидается в России, и уже гибнут люди, сказать, что мы тоже с вами заодно, что тоже с вами перенесли горе. Как говорится, горе, оно сближает людей. Ну и вот потом стать такими спасителями. Потом есть вероятность, что изобретут вакцину, уже какие-то испытания там проводятся, там уже они близки к ее созданию, якобы. Но если они ее запустили, они же, конечно же, могли создать и вакцину. Потому что биологическое оружие, штамп не засылается, нельзя его вообще производить, создавать, если одновременно с ним не создается антивирус, потому что это опасно, да, уничтожить можно самих себя. Вот пока вот такая ситуация, пока делают вид, что болеют, ну потом еще, как бы, конечно же, спрятаться от бункера. Вот Чинхо пишет, может, Лилипутин собирает своих преданных в один бункер. Да, если бы он их собрал бы всех в одном, они собрались бы в одном бункере и изнутри закрылись бы, мы бы засыпали землю и как будто ничего не было. Зажили бы, весь мир вздохнул бы а, от, от того, что не стало вот этих товарищей. Но надо понимать, что Путин, Кадыров это всего лишь производная от русского народа. А, как бы это ни звучало печально, кого бы как это ни задевало, какие-то чувства, Путин это часть, это лицо русского мира. И если Путин убивает много людей,
то его возносят до небес. Даже своих русских, если он убивает. Тот же 99-й год помним, когда Ельцин назначал Путина своим преемником, точнее КГБ уже открыто начало захватывать власть, и Ельцину нужно было озвучить, что он его преемник. У Ельцина на тот период был рейтинг 2%. Достаточно было взорвать своих граждан, как напомню, как известно, 307 русских женщин, детей, стариков и мужчин были взорваны в 99 году в Буйнакске, в доме Буйнакске, в Волгодонске и 2 дома в Москве. В Рязани, как мы знаем, были задержаны КГБшники, 2 КГБшника. Так вот, тогда рейтинг Путина поднялся. И 22 сентября 1999 года в Рязани были задержаны сотрудники ФСБ, центрального аппарата ФСБ. И на второй день, 23 сентября, начались массированные бомбардировки города Джохара и в целом Чеченской республики Ичкерия. И тогда рейтинг Путина пошел вверх, Путина полюбили. Когда Путин начал убивать братьев украинцев, да, в кавычках братьев украинцев, рейтинг Путина тоже пошел вверх, который тоже был не очень хороший. Если вы помните, 11-12 года были очень большие митинги в Москве, в других городах, в Санкт-Петербурге. Несколько сот тысяч вышло, да, около 200 тысяч тогда была речь. Некоторые говорили 250 тысяч человек. И если бы не Навальный, Гудковы, Собчаки, кто там еще, Яшины, ну, полно этих провокаторов, квази-оппозиционеров. Если бы не эти люди, то, конечно бы, смена власти произошла бы в России. Но эти люди благополучно слили эти митинги, не призывали народ дальше стоять, не выдвигали каких-то конкретных требований. И это напоминало то, что происходило в 91 году, когда люди собрались на Лубянке, на площади Лубянка, и хотели штурмовать здание, главное здание КГБ. А Ельцин сказал: мы же не пойдем на штурм, мы же не пойдем туда. И несколько раз он это повторил, 2 раза точно, и после этого слил, не дал гнездо, ось зла уничтожить русским, России, тогда советским, уже тогда россиянам, позже уже ставшим. Но вот такая вот ситуация. Пропал Кадыров, к большому сожалению. Мы очень переживаем за тебя, Кадыров, возвращайся. Тебя ждет суд еще очень хороший, справедливый. По крайней мере, в этом мире это будет один из самых справедливых судов. Ну, конечно, тебя ждет и самый справедливый уже в другом мире. Так, пойдемте дальше. Сперва приветствия по нашей традиции. Так, всех приветствую. Всем алейкум салам. Александр Вайт, привет. Аслан Лорс, алейкум салам. Асламбек Тутаев, алейкум салам. Салам Машал, Духвига. Так. Адам Грузинский говорит, 100% бегут от беспилоточного летательного аппарата США. Global Hawk есть такой, да? Это, наверное, тот самый, который мои подписчики видели над Чечней. И да, конечно, они летают, и произойдет очень все быстро. Поэтому я думаю, надо быть начеку. Ну, у Кадырова Рамзана, как чеченец чеченцу, хочется посоветовать, так я правозащитник, всегда есть выход, и хочется посоветовать, какие бы плохие не были люди, адвокат должен защищать людей, правозащитник должен защищать людей, которые уже предстали перед законом или притесняются кем-то.
хотя Кадыров никем не притесняется, но скоро предстанет перед законом, и как бы чеченец, хочется подсказать. Есть один выход для Кадырова, Рамзана. Рамзан, у тебя есть очень хороший выход, тебя, твоей семьи. Это программа защиты свидетелей. По программе, американской программе защиты свидетелей. Ты всегда можешь к ним обратиться. Если тебе нужна юридическая помощь, я могу тебе подсказать, как что это сделать, как это сделать более продуктивно. Поэтому пиши, обращайся и оставь эти бункеры, вылази из них уже. Не к лицу к тебе ходить по бункерам, такому воину, непобедимому. Так, пойдемте дальше. Так, гутен так, Аслан, говорит мистер Икс. Данкишон, гутен так, мистер Икс. Руслан Абудов, а вы знаете про Медета Анлу? Да, конечно, на днях исполнилось 7 лет с момента, со дня подлого, вероломного, по-русски, убийства представителя Чеченской Республики Ичкерия в Турции, Медета Анлу. Был убит у себя в кабинете, себя в офисе русскими террористами, посланными Кремлем. Этот человек сделал очень много, он был чеченец этнически, но он был из тех чеченцев, которые когда-то ушли во время Большой русско-кавказской войны. Один из иммигрантов, из беженцев, из потомков этих иммигрантов был, которые перебрались в Турцию, в Сирию. Ну вот Медет Анлу были, его родственники были в Турции. Он был убит. Выражаю свои соболезнования всем родным и близким. Дал геш дуэльцун, дал газу тауэле, дал шахи бидерж лоэльцун. Амин Аллах. Так, раз мы затронули тему с Турцией, я бы хотел бы вам показать один очень интересный момент. Как мы знаем, в Ливии идет война, не на шутку, которая разворачивается, очень сильные боестолкновения продолжаются. И Турция уже вошла во вкус и уже не знает вообще тормозов. Мочит и мочит разных руснявых оккупантов и фашистов, которых отправляет Россия для каких-то своих там непонятных национальных интересов. Давайте я сейчас вам включу короткое видео, и мы посмотрим, как работают беспилотные летательные аппараты. Надо сказать, что здесь обязательно нужно каждый раз упоминать, что наша организация, Международная ассоциация мира и права человека, выступает за мир во всем мире и за права людей, вне зависимости от их расы, национальности или религиозной принадлежности. Но при всем при этом мы понимаем, что преступник должен быть остановлен. И Россия, главный преступник на сегодняшний день в мире, распространяет зло, войны и провокации для дестабилизации обстановки как на Ближнем Востоке, так и в Европе и даже в Соединенных Штатах Америки.
И Россия поставляет своих наемников. Наемничество запрещено как российским законодательством, так и международным правом. Но при всем при этом наемники поступают из России в страны Африки, в Сирию, в Ливию и в Чеченскую республику Ичкерия. Точно так же они поступают и в Украину. Это то же самое наемничество. Также все было в Грузии. И у нас они называли себя там контрактниками, на самом деле это наемники. И между ними контрактник это человек, который служит по контракту внутри страны и защищает там по контракту, там служит в своих вооруженных силах. Наемник это человек, который едет убивать людей в другие страны за деньги. Давайте посмотрим короткий ролик. Это уничтожается российская техника. Вот ЗРПК «Панцирь» уничтожили. Тот самый «Панцирь», который русские очень рекламируют, что и он там уничтожает любые цели. Это такая противоракетная система русская последнего там, поколения. Но она не помогает, она не спасает. Она сама попадает под ракетные удары. Вот этот как раз «Панцирь» и есть. Вот. Нету больше «Панцира», по всей видимости, вместе с экипажем. Эта техника очень сложная в эксплуатации, тем более это советская старая техника, модернизированная и доработанная. Поэтому, конечно же, им управляют русские специалисты, которые отправляются убивать людей в другие страны. Так, давайте посмотрим, что вы тут пишете. Так, Магомед Бадиев. Ассаламу алейкум, брат Аслан. Может, тоже ют так держать. Может, тоже. Соцакитар, ва алейкум салам. Так, Адам Грузинский. По подтвержденным мною лично данным, в прошлом году несколько раз БПЛ США были замечены над Ведучи и Тумкалинского района, в прошлом месяце над Веденским районом в Дархе. Да, это абсолютно не секрет, Адам Грузинский. Над Чеченской республикой летают американские воздушные отслеживающие, да, судна или аппараты, как бы вот эти беспилотные летательные аппараты. Об этом русские делали, там, заявляли ноту протеста, что вот это наша территория и так далее, и так далее. И, конечно же, для них не проблема. Как вы видели, вот это были турецкие, да, в принципе, у Турции тоже в НАТО входит, тоже хорошее вооружение, но вот беспилотные летательные аппараты на сегодняшний день считаются одними из самых лучших у Соединенных Штатов. Например, тот же Global Hawk. И, конечно же, когда Global Hawk подлетит, не узнает ни Путин, ни Кадыров, ни кто-либо другой. Такая внезапная такая вспышка произойдет. Так, братьям украинцам рабочая сила. Так, это да, так, это проехали. Владимир Рабинович, Турция красавчики. Да, полностью согласен. Турция на самом деле в последнее время очень себя хорошо показывает. Эрдоган, который якшался с Путиным и сразу же падал в моих глазах, теперь же, видимо, ну, как бы человек-политик пытался найти язык с этим преступником, но не получилось. Поэтому, конечно же, Эрдоган сейчас зарабатывает большие очки. Молодец.
Так, Маждада Ибн, салам алейкум. Алейкум салам, Маждада Ибн. Эмин Закиряев, слава Турции, смерть оккупантов. Героям слава, Эмин Закиряев. Так. Сулейман Мамедов, ассалам алейкум, ассалам алейкум, салам, Сулейман. Так. Леча Дадаш. Ливийцам после войны долго еще придется собирать металлолом по всей пустыне. Да-да-да. Так, шайтан труба в руках чеченца доказала, что она не менее эффективна панцирей, градов, ураганов. Так, Эрдоган политик, он не якшается, он политик. Ну, понимаете, Владимир, когда Путин устраивает геноцид всего народа, целого народа, и потом защитник мусульман Эрдоган там встречается с ним, там общается и так далее, там налаживает какие-то отношения, то у меня, например, это вызывает реакцию, отрицательную реакцию. Не надо ждать, пока там, он убьет турков или пока он убьет евреев. Не надо ждать. Если видно, что это преступник и убивает там чеченцев, то этого, мне кажется, должно быть достаточно, чтобы начать принимать меры. Не надо ждать, пока начнет убивать украинцев, когда уже начнет вмешиваться в ваши внутренние дела, там, выборы, там, еще что-то, где проводить теракты, политические убийства. Не надо этого ждать. В 1994 году, в 1995 году Джохар Дудаев предупреждал весь мир об этом, что до невероятных масштабов разрастется вот эта зараза. И она разрослась. И у меня нет ни малейшего сомнения, что вот этот коронавирус это именно то, что говорил, о чем предупреждал нас Джохар Дудаев. Это разрослось и на этом не остановится, пока не остановит. Проблема сама собой не рассосется. Они как вампиры, им нужна постоянная кровь. Они не могут остановиться. Потому что если они остановятся, русский народ, который требует крови, видите, рейтинг упал. У Путина неудачи. Турция в Сирии их мочит, в Ливии мочит, американцы их со всех сторон, Саудовская Аравия, Украина зажала. Ну, со всех сторон обложили просто. Северный поток Германии. Ну, просто провал за провалом у Путина. Провал за... Ни одной победы. Даже показать по телевизору, сказать, что вот у нас что-то как-то. Нет. При полной лжи их телевидения ничего у них не получается. И вот начинает падать рейтинг. Надо убивать людей. И вот сейчас, вчера я опять слушал Федорова, депутата Федорова. Он говорит, что очень много людей погибнет. Очень много людей умрет. Вы не хотите поддержать Путина? Хорошо, вы тогда все умрете. Прямо прямым текстом человек так и заявляет. И будут умирать русские, будут погибать русские. В огромном количестве. К сожалению, будут не только русские погибать, все будут погибать. Жалко и русских, и бабушек, и дедушек, и стариков. Всех, кто не причастен к войне в Чеченской Республике. Всех жалко. Детей особенно жалко. Но что поделаешь? Ни сами русские ничего не делали до сих пор, ни мир ничего не делал. Вот о чем я говорю, когда говорю что-то про там, того же Эрдогана. Хотелось бы, чтобы Эрдоган начал, думал бы пораньше. Но что есть, то есть. Что имеем, то имеем. Конечно же, у меня нет таких претензий как к России, ни к Эрдогану, ни к кому-либо другому. Есть недовольство, есть вопросы, какие-то претензии, в какой-то степени претензии, почему не помогли. Да, это чисто не юридическая сторона вопроса, а это морально-этическая сторона вопроса. Потому что это касается теперь и граждан Турции, и других стран. Ну, юридический вопрос у нас только к России. У нас война идет только с Россией. А так хотелось бы, чтобы, если даже у нас сейчас нет той силы, которая у нас была там в начале Первой русско-чеченской войны, насудили нас не по нашей силе, а по
по справедливости, что мы пережили геноцид, мы находимся в тяжелом положении. Будьте любезны, косвенно промолчавшие или там не понявшие или не вникавшие в эту проблему, тоже несете какую-то там моральную ответственность, конечно же, только моральную. Ну и не все, конечно. Россия, русские несут все моральную ответственность. Граждане России, дагестанцы, якуты, буряты, все, кто проживает в России, все несут прямую ответственность моральную. Даже те, кто непосредственно не помогал нас убивать. Они несут ответственность, потому что ничего не делали. 10 человек, 20, 30, 50 наберется русских, россиян, большая часть которых очень принципиально отстаивали нашу позицию, но на всю Россию 50 или 100 человек, это вообще это даже не капля в море, к большому сожалению. Один из них Борис Тамахин, например, да, который там от и до по лагерям, да, за справедливость, за правду. Не было таких людей в России, не было. Мало таких людей в России. Россиям, русским нужна кровь. Так, давайте дальше. Маждада Ибн, Эрдоган хороший президент своей страны, нам нужно самим беспокоиться о своем государстве. Я полностью с тобой согласен, Маждада, я-то ничего не говорю. Полностью согласен. Тыркыз, прекратите оскорблять Эрдогана, имейте совесть. Я не оскорбляю Эрдогана. Я говорю то, что раньше я был им недоволен, теперь я им доволен. А если я был недоволен, и это осталось, оно есть. И тут же в стриме у меня можно найти моих там этих, раньше моих каких-нибудь высказываний. И я не собираюсь отказываться от своих слов. Ну, конечно же, я Эрдогана не оскорбляю. Как не оскорбляю никого, кроме Путина и фашистской России. И не имею на это права. Но я имею право говорить правду. Есть такое понятие, как свобода слова. И я буду своим правом пользоваться. Так, Чинхо напоминает, и я вместе с ним. Добро пожаловать в чат. Не забывайте о конфиденциальности своих данных и соблюдайте принципы нашего сообщества. Ставьте лайки, подписывайтесь на реалити. Пусть люди узнают правду. Так. Анди Кавказ. Эрдоган хочет над всеми власть иметь, он хитрый лист. Да, возможно. Ну, давайте не будем сейчас больше обсуждать Эрдогана. Здесь есть люди, которым не очень это нравится. Но, в принципе, тема не об этом. Тема не об этом. Поэтому давайте перейдем к другим темам. Сегодня у меня очень интересная тема есть, которую я хотел бы озвучить. Первое, я бы хотел бы показать видео с Айдамином Ибрагимовым. У нас намечается, скоро мы начнем опять свои марши, требования для того, чтобы наконец-то международные институты, о которых, если я сейчас, наверное, скажу что-то плохое, мне скажут, зачем ты оскорбляешь там какой-нибудь там суд Гааги, который трусливо не продолжает, не выполняет своих прямых обязательств, на которые выделяются огромные деньги, построено прекрасное здание, работают сотни, может быть, тысячи профессионалов, они не выполняют прямых своих обязательств. У меня есть подозрения, я высказывал свои подозрения, почему, в первую очередь, конечно же, это малодушие, ну и другие есть поводы, причины, возможно. Но я хочу сказать, что мы давно бьемся над тем, чтобы права людей, мы имеется в виду чеченцы, в первую очередь это Сайдамин Ибрагимов, президент нашей международной ассоциации в мире права человека,
проживает в Страсбурге. Саид Амин Ибрагимов уже много лет является правозащитником, борется за права людей во всем мире. В 2004 году у него была очередная голодовка перед в здании парламента. Он там выступил, ему стало плохо, его забирает скорая. Он в бессознательном состоянии. Саид Амин около 42 дней голодал. Ну, давайте сейчас посмотрим. Я буду здесь на чеченском языке, если я буду озвучивать, переводить на русский язык. И я бы хотел подсказать историю жизни Саида Амина Ибрагимова, борьбы этого человека, кремня, который борется за права чеченцев. Чеченцы, даже чеченцы, не все о нем знают. Но в Европе, в мире о нем знают очень много компетентных людей. И хотелось бы, чтобы все узнали Саида Амина и всячески помогли, потому что мы скоро, в этом году, уже скоро, мы начнем снова наши акции, марши, ну и разные мероприятия для того, чтобы привлечь ответственности военные и политические силы России за преступления, совершенные против Чеченской Республики Ичкерия и ее граждан, в частности за преступления против человечности, военные преступления, акт агрессии против Чеченской Республики Ичкерия и акт геноцида против ее народа, чеченского народа. Давайте посмотрим и продолжим наш стрим. Саид Амин выступал в Европарламенте, ему стало плохо, его пригласили выступить, ему стало плохо, и сейчас за ним приехала скорая и выносит. Саид Амин потерял, видимо, сознание, потому что он не реагирует. Сейчас вы все сами увидите. Кстати, кто не видел, не помнит Сараляпова, это вот тот самый Сараляпов, которого вы, наверное, давно уже не видели. Скажи что-нибудь для нашего сайта Чечен Ньюс. Ага, ну вот, Саид Амин выступил там, ну, грамотно, четко разговаривал, просто он был сильно устал, много шел, не хотел на колясках туда сходить, но выступил, сказал свое, все депутаты там ему сказали, вы нам нужны, чтобы провести работу. Но он рассчитывал на то, что ему дадут письмо, где написано будет, что его требования будут выполнены. Они просто так не работают. Они снова сейчас чувствуют, что начинается снова работа. Это новый докладчик Дик Марти, еще Рудольф Биндик, который был раньше докладчик, тоже участвовал. И если они вместе будут работать, это будет действительно сильно. Саид Амином нужен для чеченского народа
Я изначально считаю, что он зря голодует. Надеемся, что оживим его сегодня и что дальше будем с ним работать. Спасибо. Вот Саид Амина, вы видите его товарищей, его друзей, которые пытаются его оживить, да, отправляют его в больницу. И там пытаются, к большому счастью, Саид Амина удалось спасти. Вместе с тем, в 2004 году, после вот этой голодовки, требования, которые выдвигались Саид Амином Ибрагимовым и депутатом Европарламента Оливье Дюпюи, были удовлетворены, и Европарламентом была принята резолюция о признании актом геноцида депортации чеченского народа 26 февраля 2004 года. Была принята эта резолюция. Это был первый случай в истории Европарламента, когда депутат Европарламента вместе с Саид Амином Ибрагимовым и вообще голодали. Большое спасибо за то, что сделал этот депутат Оливье Дюпюи. Он живет сейчас в Бельгии. По-моему, итальянец сам по происхождению, не знаю точно. Вместе с Саид Амином и Дюпюи голодал также гражданин Узбекистана. На 22-й день он умер во время интервью с американским журналистом. Он скончался. Этот человек выступал за права своего товарища, и когда узнал, что Саид Амин голодает, он придерживается голодовки, он присоединился к Саид Амину Ибрагимову и к Дюпюи, но на 22-й день он умер. Дюпюи держал голодовку 18 дней, Саид Амин Ибрагимов продержал голодовку 42 дня. Поддерживали требования Саид Амина и Дюпюи более 100 депутатов парламента, и на 42-й день была принята вот эта самая резолюция. Давайте сейчас послушаем, я тоже буду переводить, здесь Саид Амин очень в плохом состоянии, говорит на чеченском языке. Я буду переводить на русский язык, чтобы все узнали этого великого сына чеченского народа. На самом деле, без преувеличения, человека из гранита, из кремня. Он Саид Амин просит извинения за то, что он очень слаб. Я бы хотел вам сказать, сегодняшнее то, чем я занимаюсь, некоторые говорят, как это сопоставить с религией. Я вышел на Газават, ради Бога. Я выучил все, что связано с этим, касается соответствия с международным правом и с юридической стороны международным правом. Юридическое русло, мой вопрос перевести сюда.
Если даже это дело не будет переведено в юридическое русло, я знаю, что никогда не будет решения этому вопросу. Это требование. Главная моя задача, чтобы наш чеченский народ освободился от этой проблемы. Он говорит, что я никому не мешаю, моя деятельность, вот тем, что я сейчас занимаюсь, она никому не наносит вреда. И, кроме тех, он только за то, что вот 400 лет мы находимся вот в этом гнете, под этим гнетом, и мы хотим от этого освободиться. Мы предлагаем искать юридическую дорогу, чтобы они не могли, обозвав нас разными ярлыками, творить над нами то, что творят. Поэтому я обращаюсь, прошу всех, не обвиняйте меня, не говорите, не смейтесь надо мной, не говорите, что это ерунда. Знаете, что это для нашего будущего поколения. Кто может, приходите. Я не призываю голодовку объявлять. Покажите, что вы есть. Скажите, чтобы они выполнили мои требования. Больше от вас ничего не требуется. У них нет никакого юридического основания, чтобы нас так угрожать. Русские в Москве делают митинг, поддерживая меня. В Англии делали митинги. И если бы мои требования были незаконными, мне бы здесь сказали бы. Они ничего не нашли противозаконного в моих требованиях. Это нужно нашему народу. Умереть никто не хочет. Это делается не из-за того, что хочется умереть. Кто-то говорит, что меня нужно насильно накормить, но я не обращаю на это внимания. Но эти люди мне в лицо не сказали бы. Если нам нужна наша государственность и наша свобода, если мы хотим сохранить наше будущее поколение, если мы не хотим раствориться, забыв традицию, культуру, наша потерянная молодежь, мы должны закончить начатое это, если мы этого всего не хотим, выше перечисленного.
Мы верим в то, что мы делаем. И если бы не верил бы я в это, я бы не смог этим заниматься. Ради нашего народа и ради нашего государства. Вот так он сказал. Сразу продолжая эту тему, здесь есть другое видео, оно чуть подольше. Хотелось бы закончить вот этот раздел обращением товарищей Сайдамина Ибрагимова, людей, которые представляют Ичкерию здесь, в Европе. Сейчас некоторые отошли от дел, правда. Но давайте послушаем, что они говорят. Тоже не говорят на чеченском, и я буду переводить. Кстати говоря, если кто хочет в оригинале увидеть это видео, его можно увидеть на канале Чече Ньюс. Призыв к прекращению голодовки участников митинга. Тут же вы найдете и те же видео, которые я вам только что показывал, как Сайдамина выносят из Европарламента, и так далее. То, что вы сейчас видели его интервью в постели. Из Германии Биндик говорит, есть представитель Германии в Европарламенте. Он попросил Сайдамина, очень от души, сильно попросил. Ты не в первый раз делаешь голодовку. Ты переживаешь за свою страну. Давай вместе работать. Если с тобой что-то случится, это будет вред и народу, и твоему государству. Давай вместе работать. Я прошу тебя, прекрати эту голодовку. Очень приятно было слышать от этого немецкого политика эти слова. Поэтому я хочу сказать Сайдамину, я извиняюсь, Сайдамин, я все равно должен тебе это сказать. Я слушал все эти разговоры, какие к тебе от Европарламента идут разговоры. Твоими знаниями, способностями ты смог бы с ними добиться больших успехов. Я прошу, прекрати голодовку, Сайдамин. Прими их предложение. Они готовы трудиться, помогать нашему делу, нашему народу. Я очень хотел бы, чтобы ты прислушался к ним и выполнил их просьбу. Ради всех погибших, ради кого они сейчас мучают, ты сделал эту голодовку. Они сказали, что у тебя еще больше будет возможностей. Если с тобой что-то случится, это будет для нас большая потеря. Поэтому прошу, Сайдами, послушай, попробуй принести пользу, прекрати голодовку. Если все сразу не получается, будет получаться.
Потом подошел Бенедикт и сказал: поговорите с Сайдамином, попросите его прекратить голодовку. Мы сами приехали с Германии, чтобы просить его об этом. Прошу, Сайдамин. Ты и так много сделал. Достаточно даже того, что ты уже сделал. Мне кажется, это большая польза, то, что говорили вот эти депутаты. Сайдами, со мной из Парижа приехали люди, когда ты первый раз организовывал пеший марш. Со мной товарищи. Ту дорогу, которую ты сейчас вывез, уже какой-то результат имеется. Ты уже многое сделал, этого достаточно. Если ты говоришь, твоя смерть, как ты заявляешь, что твоя смерть будет на их совести там, и так далее, лучше пускай ты будешь живой и бельмо на глазу у них. Было бы так лучше, я считаю. Мы не хотим тебя там переубедить или там выправить. Здесь нет таких. Но если ты нас слушаешься, если мы одни люди, когда ты нас зовешь, мы приходили всегда. Вернись в нормальную жизнь. Если ты не хочешь нас слушаться и хочешь уйти, у нас много умерло, и никто не переживал, никто не будет переживать. Это Иса говорит. Ребята уже все сказали, что нужно было сказать. О том, что международные организации обязаны соблюдать. Не соблюдают эти правила, мы все знаем. Говорят, ты готов умереть, уже все, ты уже умрешь. Даже не обязательно Саид Амин должен отдавать свою жизнь, потому что уже есть результат. И я так понимаю, как тут говорят, он говорит, что для этого нет необходимости отдавать тебе свою жизнь, чтобы добиться своих требований, имеется в виду. Нам Саид Амин, как они говорят, всем нам нужен та польза, которая от тебя была и которая будет от тебя. Ты нам нужен живой. Мы просим тебя, не делай себе вот это усилие, не прилагай эти усилия. Саид Амин наш хороший друг. Мы с Австрии приехали, с Германии, с Франции приехали. Приезжаем, когда нам нужно. Мы скажем мнение своих товарищей. Я скажу. Я считаю, что если мы от государства хотим добиться становления своего государства, я считаю, что правильно будет, если Саид Амин будет продолжать эту работу. Ну, имеется в виду, не погибнет, а продолжит свою правозащитную работу. У нас много погибло достойных сынов. Наша же главная задача не умереть, а добиться результата. Мне и моим товарищам кажется, добиться на сегодняшнем результате, можно добиться завтра еще результата.
دشنا بو شنو وش لا ما تقديت بقى ودونا أسا وخيرات ما قال كانوا فتادي هو تح Сегодня я тебя прошу прекратить هو قاعد فتادي на этом остановиться. Посмотри, что они сделают. 6-й или 7-й раз ты ее делаешь. Можно будет ее начать заново. Мне кажется, извлечь из этого выгоду сейчас надо. Прошу тебя, Сайдами, мы от лица своих товарищей прекратить голодовку. На совести чиновника это всего чиновник есть чиновник. Если есть какой-то результат сегодня на этом остановиться, закрепиться и попробовать завтра добиться большего. Спасибо тебе от Всевышнего. Я прошу Сайдамина прекратить. Как наши братья сказали, ты просил, конечно, к тебе, чтобы мы не обращались к тебе. И я с тобой говорю с тем уважением, которое я к тебе проявляю. Ты первый вышел на Газават, второй ты ради своего народа. Это твое намерение, мы верим в твои намерения. Вот те люди, которые сейчас только что говорили передо мной, это люди, которые представляют наш народ. Ты выступаешь за народ, а это представители от народа. Нам нужны еще много дискуссий провести в этом Европарламенте, имеется в виду. И ты нам нужен. Спасибо тебе большое, что ты делаешь большое дело. Если бы ты немножко послушался бы и людей, нас то есть. Я говорю от матерей и сестер, прекрати голодовку, Сайдами. Это месяц Рамадан, он говорит, это ценное время для нас, и мы должны... Ну вот, в принципе, то, что говорят представители разного уровня чеченского народа, которые собрались перед Европарламентом, призывают Сайдамина прекратить голодовку и остаться в живых. Надо напомнить, что требования были выполнены, была принята резолюция Европарламентом. Это очень ценный и важный документ, который мы пересылали. Например, я лично его пересылал в Украинскую Раду, которую мы пока не получили ответа. Это резолюция, которая признает актом геноцида депортацию чеченского народа 1944 года. Вот, в принципе, чего и как добивались наши люди, в первую очередь Сайдамин Ибрагимов, своими акциями. Мы будем продолжать наши акции, мы будем всячески помогать Сайдамину Ибрагимову
Ибрагимову продолжать наши акции. Призываю всех вас то же самое делать, придерживаться, помогать, поддерживать Саида Амина, нас всех. Поэтому наши права, наша защита наших прав в наших руках. Присоединяйтесь. Все будет Ичкерия. Да, Алмула. Так, Георгий Еде, Путина, Международный суд ООН. Нет уж, Георгий, у тебя вот очень всегда бывают такие. Нет, не Международный суд ООН. Международный суд, уголовный суд в Гааге. ООН тоже он находится в Гааге. Но мы хотим уголовный суд. Это именно то, куда нужно Путина. Так, Владимир Рабинович, Саид Амин, салам алейкум. Вы нужны живым для Чеченской Республики Ичкерия. Алейкум салам, Владимир Рабинович. Саид Амин жив, здоров, слава Богу, с ним все хорошо. Эта видеосъемка была, как я сказал, 2004 года. У нас очень много еще дел, которые нужно сделать. Да, Алла, мы ее сделаем обязательно. Так, этот призыв я вам показал. Тогда я, знаете, что хотел бы еще вам показать? Пользуясь случаем, как говорится. Так. Я бы хотел бы вам рассказать, зачитать свой текст, который у меня выложен здесь на канале. Он очень важный, так как мы знаем, что сейчас над Путиным проводится суд. Будет, не над Путиным, пока еще не над Путиным, будет проводиться суд по сбитому малазийскому Боингу MH17. MH17 был самолет, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур. Рейсом MH17 был сбит ракетой Земли 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. И вот какую интересную деталь я раскопал. В 2019-2018 году, 12-11 сентября, был задержан, вызван с мест своего несения службы Тимур Тумгоев, гражданин Российской Федерации, ингуш по национальности, который ранее проживал в Турции, потом перебрался в Украину, вступил в добровольческий батальон и защищал Украину. Россию он в Ингушетии, потом уже по миру. Тумгоева преследовали русские карательные органы, и он был вынужден уехать в Турцию. После того, как он из Турции, прожив 2 года, перебрался в Украину, он год, по-моему, или 2 находился в рядах добровольческого батальона. У него было удостоверение батальона имени шейха Мансура. Руководитель, командир этого батальона является Муслим Чеберлоевский. И его вызвали, у него было миграционное дело, тяжба с миграционными службами. И вероломно, подло Генеральная прокуратура санкционировала выдачу ФСБ. Во время войны человек, который располагал информацией о личном составе вооруженных сил Украины, там, на местах дислокации, о вооружении, и какой-нибудь еще другой секретной информации, находясь в состоянии войны, украинская генеральная прокуратура, это тогда был генеральным прокурором Луценко, за подписью Евгения Енина, Тимур Тумгоев был выдан на невероятные пытки
России и на незаконное уголовное преследование. Когда его выдали, Тумгоев получил уже 18 лет, он подвергся жестоким пыткам. Но я написал по этому поводу текст. Но это произошло тогда, и я очень рассчитывал, что Евгений Енин даже не будет подметать туалеты в Генеральной прокуратуре или вообще в каком-нибудь государственном органе. Но нет же, Евгений Енин пошел на повышение. Теперь он является заместителем министра иностранных дел Украины. И курирует он то самое болезненное для Путина дело сбитого Боинга MH17, который был сбит российским БУКом, системой земля-воздух, без согласия министра обороны или министра нападения Российской Федерации Сергея Шойгу и Владимира Путина. Этот БУК не был бы доставлен на территорию Украины, откуда и был сбит этот Боинг. Предисловие закончилось, и я бы хотел сейчас зачитать текст, чтобы в таком видео формате у меня все это сохранилось. ФСБ контролирует расследование MH17. Вот так я начинаю с вопроса свое обращение. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на пресс-конференции 17 января сего года по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году потребовал от нидерландских следователей, занимающихся расследованием MH17, регулярно докладывать Совету Безопасности ООН, в котором, как известно, незаконно восседает Российская Федерация. Ну, конечно же, никто главному подозреваемому никаких тайн следствия не раскрыл. И русские пошли другим путем. Справка. Малазийский Боинг, летевший из Амстердама к Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит ракетой Земли 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находилось 298 человек. Все они погибли. Через 3 месяца после грозной истерики русского дипломата 15 апреля 2020 года на пост заместителя министра иностранных дел Украины был назначен бывший заместитель генерального прокурора Евгений Енин. На данной должности им курируются дела по сбитому Боингу MH17 и самолета МАУ в небе над Ираном, а также в его ведении американское и азиатское направление внешней политики и консульской службой. Но сперва о событии, произошедшем 11 сентября 2018 года. Вечером того дня сотрудники правоохранительных органов задержали и доставили гражданина Российской Федерации, ингуша по национальности Тимура Тумгоева. В протоколе задержания в качестве основания задержания ложно было указано, если лицо застигнуто при совершении преступлений или покушения на его совершение. На следующее утро 12 сентября 2018 года Генеральная прокуратура Украины выдала по требованию ФСБ России бойца миротворческого батальона имени шейха Мансура Тимура Тумгоева, человека, который защищал свободную Украину от российских агрессоров. Подписал преступный указ о выдаче Тумгоева заместитель генерального прокурора Украины, тот самый Евгений Енин. Представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook сообщил, что Тумгоев, по информации, внимание, из России, является участником террорганизации ИГ. И генеральный прокурор Юрий Луценко добавил, что Тумгоев якобы заявил об этом лично. Конечно же, доказательств своего голословного утверждения Луценко никому не предоставил. Достоверно известно, что Тумгоев не состоял никогда ни в одной из террористических организаций, в том числе он не состоял в ИГ. Также, но известно, неизвестно, находился ли Тумгоев в Сирии и принимал ли участие в боевых действиях. Но также известно лишь то, что он прибыл из Турции. Поскольку Российская Федерация страна-агрессор, Украина не может сотрудничать с ее спецслужбами, исходя из указанного выше.
Тумгоев должен был быть отправлен назад в Турцию, страну, из которой он прилетел в Украину, и страну, в которой он безопасно прожил 2 года. Согласно международным нормам и принятым на себя Украиной обязательств по защите соискателей убежища, Турецкая республика в данном случае являлась для гражданина Тумгоева первой страной безопасного пребывания. Поэтому вопрос предоставления ему статуса беженца должны были решать именно турецкие власти. Более того, у адвоката Тумгоева имелось на руках решение Комитета ООН по правам человека о приостановке экстрадиции Тумгоева в Россию. Комбат Тимура Тумгоева Муслим Чеберлоевский сразу же заявил: с ноября 2017 года он участвовал с нашими ребятами на передовой. Конечно, он не застал 2014 и 2016 года, когда действительно шли конкретные бои. Но боевые действия и сегодня продолжаются. По его словам, у Тумгоева было удостоверение члена батальона имени шейха Мансура, и правоохранители знали об этом. В соответствии с украинским законодательством, решение на экстрадицию выдается на руки фигуранту дела и предоставляется 10-дневный срок на обжалование. Если жалоба не была подана тогда и только тогда лицо передается силовикам другого государства. То есть имело место быть еще одно грубое нарушение закона. Сегодня вечером, ночью его задержали, утром его передали, не дожидаясь процессуальных 10 дней. Генеральная прокуратура Украины выдала человека, который знал о местах дислокации, вооружении украинской армии и добровольцев, а также мог владеть другой ценной информацией. С первых дней пребывания в лапах ФСБ Тумгоев был подвергнут нечеловеческим пыткам, не мог самостоятельно передвигаться и потерял частично память. Через несколько недель на суде он не мог узнать сестру и других родственников. Русский суд приговорил Тумгоева к 18 годам лишения свободы строгого режима. К сожалению, было предательство, и, как выяснилось позже, принцип неотвратимости наказания по отношению к людям в погонах очередной раз не сработал. Под давлением общественности заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин был на время отстранен генпрокурором Луценко, но теперь же Енин пошел на повышение и курирует самое болезненное для террориста и военного преступника Владимира Путина дело по сбитому Боингу MH17. На ум приходит аналогия с генпрокурором Швейцарии Михаилом Лаубера, который, как выясняется, годы работал на ФСБ и был недавно разоблачен. Следствием такой деятельности швейцарского предателя стали отказ в возбуждении дела против сына прокурора, генпрокурора Чайки, было развалено дело министра Скрынник об отмывании 70 миллионов долларов через швейцарские банки, пара соучастников отделалась мелкими штрафами, основные лица остались безнаказанными. Много лет никуда не двигалось дело в отношении тех, кого изобличил в отмывании денег погибший в московском СИЗО Сергей Магнитский. Руководитель немецкого отделения Международной ассоциации мира и права человека Аслан Арцуев для Совета безопасности Нидерландов и других заинтересованных организаций и лиц. Спасибо за внимание. Так, еще бы я вам хотел, у нас осталось 15 минут, хотел бы вам еще кое-что показать. Как мы знаем, во время оккупированной Чеченской Республики установлен русскими режим, который максимально одну минутку. Максимально нарушает права людей и наносит моральный, психологический, материальный вред, да, для граждан Чеченской Республики Ичкерия. Сейчас я вам покажу, как действуют пособники русских оккупантов, одевшие форму чеченоговорящие или граждане, которые изымают машину. Здесь молодой человек снимает стоянку, штрафстоянку, на которой расположены
автомобиле. На этой штрафстоянке вы не найдете ни одну дорогую машину, он говорит. Да, я сейчас буду его, я вам сейчас буду его пока, ну, переводить то, что он говорит. Так, ассаламу алейкум, хош. Шела хая машин шо. Это машины, которые забраны в шалях. Шайк десятки, Все десятки, почти все девятки, так, шестерки, шестерки, Волги, Газель, Волга, Газель. месячные машины шо. Небогатых людей машины. Реги аяхаш, гушиш. Вот смотрите, все забранные машины это небогатых людей, он говорит. Месячные машины шо. Альтенгой шела, фейди кирир. Давай, месячные машины, да, шестерки, девятки, семерки. Здесь стоит обратить внимание. Альтенгой шела, фейди кирир. Вот так, смотрите, это вот этот кадр, что меня привлекло в этом видео. Я знаю, как коррупции в Чеченской Республике в таком классическом понимании ее не существует. Коррупция это уже на законном основании. Если вы хотите получить права, что-то сделать, вы везде должны заплатить деньги. Это даже хуже, чем в России. Ну, у России, у русских более привилегированное положение, а нам, чеченцам, они отвели самое плохое положение, и поэтому коррупция там уже узаконена, да, уже так, не лицемерят, скажем так, берут в наглую, открыто, без проблем. Но смотрите, вот вы сзади на фоне видите мечеть Шали, это большая белая мечеть. На эту мечеть, ну, вложено сотни миллионов деревянных. И все вот эти автомобили, которые изъяты, и штрафы, которые на них наложены, они стоят, наверное, и ковров устеленных в этой мечети. Вот эти все машины не будут стоить таких. И это очень хорошо демонстрирует сегодняшнее положение вещей во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Застраиваются мечетями и спортивными клубами. Ну, народ, красивые мечети, бесспорно, да, дорогие, богатые мечети. Но ну, народ находится в тяжелейшем положении. Нищие, практически нищие чеченцы все находятся. Нам рассказывают, как выделяются какие-то миллиарды, которые в Москве большая часть разворовывается, ну и часть пособников достается, пособникам. Вот очень характерная такая фотография, можно сказать, да, на которой видно шикарная белая мечеть и бедные чеченцы, доведенные русскими фашистами до тяжелейшего состояния. Вот хотелось отметить вот этот момент сегодня. Так, одну минутку. Так, перейдем к вашим вопросам. Сейчас я их почитаю, отвечу вам и вам покажу, в каком состоянии находятся чеченские русских концлагерях. В каком состоянии находятся вообще люди в русском ГУЛАГе находятся в очень тяжелом положении. Чеченцы и кавказцы в целом находятся в еще худшем положении, чем кто-либо, да, потому что администрация больше внимания уделяет на подавление их воли и их прав. Так, давайте посмотрим, что вы мне тут пишете, и я вам покажу видео.
Так, у вас здесь, смотрю, дискуссия. Рамзат Гилаев, все будет Ичкерия, да, Мула Рамзат. Гендер гно муак. Ассаламу алейкум, ассалам машалду масу бусалнare. Мастеря бусалбне марнаш обалдой асан хар полит халде дени мелдул хашчик дикач долуш дуддал мула. Ва алейкум салам гендер гно. Дейлер салам машалду. Да, абсолютно с тобой согласен. Он говорит, что лучше, каждый день становится все лучше. На самом деле время работает на нас. У нас намного лучше дела, чем несколько лет назад были. Ситуация изменилась в корне. И самое главное, она изменилась и не просто встала. Она имеет тенденцию для улучшения для нас и для ухудшения для России. И будет так продолжаться ровно до тех пор, пока правящий режим в России не будет отстранен от власти. И наша задача в это время потребовать сатисфакции, привлечь ответственности. Да, в этом мире больших игроков, да, мы должны занять свое место под солнцем, как говорится, и потребовать привлечения ответственности всех виновных. Так. Милана Джефферсон. Если Ичкерия будет независим, то какая валюта у нас будет? Ну, у нас, я видел деньги, нахарш называются. Они, говорят, уже были отпечатаны там, и так далее. Нахарш. Так. Руслан Абуд, Аслан, с вами все в порядке? Выглядите вы не важно. Да вроде я нормально выгляжу. Да, со мной все в порядке, но опять очередной раз я не выспался. У меня хроническое недосыпание. Особенно вот в этот месяц Рамадан у меня это усилилось в разы. Так, так я себя чувствую просто великолепно. По-моему, корона еще не подцепил. Пойдемте дальше. Давайте я вам тогда покажу. Покажу видео, которое я вам хотел показать. Это выступает обращение адвоката о нарушении прав чеченцев в мордовской колонии. Аллаха и его благословения в этой. Так. Он обращается к Кадырову, там несколько секунд он и потом повторяет имя Кадырова. Но важно не то, что он к Кадырову сейчас обращается, важно вообще о той ситуации, которую он рассказывает, которая происходит в колониях, в русских концлагерях. Послушайте внимательно. Сейчас я вынужден обратиться к вам с просьбой о помощи и поддержке, так как, защищая интересы уроженцев Чечни, отбывающих наказание в Республике Мордовия, очень часто приходится сталкиваться с явным нарушением закона и беспределом в отношении осужденных. Показательным примером является ситуация с одним из моих доверителей, Азматгиреевым Хальдом Адамовичем, уроженцем села Беноюр, который уже несколько лет отбывает наказание в Республике Мордовия. Сейчас в отношении него возбуждены новые уголовные дела. В отношении Азматгиреева на протяжении всех этих лет отбытия наказания регулярно, постоянно проходят провокации с одной лишь целью, чтобы возбудить уголовное дело. И он, чтобы дальше остался отбывать наказание в колонии. Об этом непосредственно говорят сотрудники колонии, руководство колонии. Говорят о том, что оттуда он не выйдет из колонии, что живым оттуда не выйдет. Есть свидетели прямые, которые слышали такие разговоры и слышали, что они говорили Азматгирееву такое. Что они хотят? Они хотят, чтобы склонил он голову перед блатными, перед ворами. Но он
не делает этого. Он защищает мусульман, защищает свою честь, не дает унизить свою честь и достоинство. Сотрудники говорят, что никто ему не поможет, и он отсюда живым не выйдет. Хоть даже пусть Рамзан не сможет помочь. Его помещают в сырые грязные камеры. Его постоянно держат в штрафных изоляторах, не поднимают месяцами, годами в общую зону. В сырых и грязных, холодных камерах он содержится. Часто его содержат в американке. Это камера, которая клетка на улице. Могут держать в мороз. Дают грязную пищу, свинину, пытаются кормить. Он отказывается от этой пищи и протестуя против подобного, он совершает акты голодовки. Были голодовки, он лежал 52 дня. В одной голодовке он лежал 48 дней. То есть он доходит до истощения, до изнеможения, но тем самым не потребляет запретную пищу. Его постоянно держат в ШИЗО, ПКТ, то есть помещениях камерного типа. Была такая даже ситуация, что однажды бросили Коран на землю, после чего он стал возмущаться, и его опять стали бить, избивать. Избивали несколько раз его практически до полусмерти. На нем нет живого места. Его бьют, издеваются постоянно над ним. И возбужденным по уголовным делам есть съемка видео о том, что он якобы там с кем-то ругается и там, пытается драться. Но на эта съемка, она сделана так в угоду следствию. То есть все лишнее оттуда убрали. То, что предшествовало разговору его сотрудникам, что делали сотрудники. То есть фактически только действия Азмат-Гириева. И если вы увидите, посмотрите это видео, то есть там видно, что все урезано. Там якобы он кричит, якобы он что-то говорит, а фактически перед этим его очень жестоко провоцировали. В результате провокации он вынужден, чтобы избежать вреда себе, он вынужден держать голодовку, вынужден совершать акты членовредительства. Фактически на нем нет живого места от шрамов и порезов. На него смотреть больно на этого человека. Или, например, пример такого осужденного, как пенсионер полковник Овсин Бисаев Нурадин Усманович, который, ему 65 лет, он пенсионер, но на протяжении полугода содержится в ШИЗО и не может получать ни передачки, не могут получать свиданки. Может, вы слышали историю Баканеева Ибрагима, которого на протяжении нескольких часов избивали сотрудники, пытались унизить, пытались изнасиловать его, то есть унизить честь и достоинство этого человека. Именно вот из многих пострадавших ситуация с Азмат-Гириевым, она самая показательная, когда его безжалостно бьют, когда его безжалостно провоцируют и показывают, что никакой защиты ему быть не может. У меня буквально опускаются руки, я стараюсь помочь, пишу жалобы, обращения, встречаюсь с руководством ФСИН, с начальниками, но все они увиливают, следственные органы не возбуждают дела и провокации продолжаются. Я, как мусульманин, с болью воспринимаю эту ситуацию, с болью вижу, что происходит, и поэтому порой опускаются руки, и вот вынужденная мера, я обращаюсь также к вам, как главе Чеченской Республики, как защитнику своих земляков, что в рамках закона, в рамках действующего законодательства России, республиканское законодательство, защитить уроженцев Чечни, и прошу взять на контроль ситуацию с нарушением прав и свобод при отбытии наказания Азмат-Гириевым Халидом Адамовичем. И прошу также взять на контроль ситуацию с отбытием наказания осужденными уроженцами Чечни, всеми осужденными, которые отбывают наказание в Республике Мордовия. Если это видео попадет кому-то, чтобы оно дошло до главы, я прошу распространять в соцсетях, в мессенджерах, чтобы эта информация дошла и, возможно, была оказана помощь. Вот еще есть одно видео, я тоже его буду распространять, где показано, что как будто он какие-то действия совершает незаконные. Но фактически это данное видео урезано, обрезано, и оно составлено в угоду только стороны следствия. Еще раз, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Пусть Аллах Всевышний примет наши посты, наши молитвы. Я бы хотел добавить то, что говорит этот уважаемый адвокат. Хотел бы добавить,
что он тут упоминает 3 фамилии, но на самом деле это систематическое, постоянное идет давление, избиение, пытки, унижение человеческого достоинства в российских тюрьмах. Это происходит постоянно по отношению ко всем, и особенно к кавказцам и к чеченцам в частности. Это особым рвением, да, это относится. Стоит проявить какой-нибудь там свои религиозные взгляды, может человек проявить, может проявить какие-нибудь там защита своих прав, да, человек может просто отказаться выполнять какое-нибудь незаконное указание, которое от него требуется. И все, и после этого человек подвергается пыткам, подвергается избиениям, унижениям, ну и так далее. Вот то, что вы слышали. Это я вам его демонстрирую, потому что это непосредственно адвокат, который видит все это и понимает, что происходит. Я много раз обращался и сейчас обращаюсь всем, кто находится в местах лишения свободы. Кавказцы, чеченцы, русские, кто бы вы ни были. Если нарушаются ваши права, если у вас есть там какие-то нарушения, делайте видео, присылайте мне. Присылайте, если хотите стать анонимными. Конечно же, анонимность, она не приносит должного результата. Нужно, чтобы вы говорили прямо и смело, называли свое имя, говорили, что я подвергаюсь там таким-таким преследованиям. Мы будем распространять эту информацию, максимально привлекать к этой проблеме, к проблеме сталинских гулагов, которые в 21 веке действуют на территории фашистской России, продолжают свое вот это преступное дело. И да поможет нам всем Всевышний. Я вот тут зачитаю последнее, что хотел сказать. Адам Грузинский тут сообщает, что во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия наши братья и сестры доведены до отчаяния из-за налогов за свет, газ и воду. Людям элементарно есть нечего. А лорд негласно приказывает отключить потребителей от коммуникации, если не будут платить. Фашисты, поставив своих вот этих гауляйтеров, которые готовы, чтобы русский фашист погладил его по голове и сказал: какой же ты молодец, молодец, чтобы ему сказали, они готовы убить весь наш народ. До того, короче, даёлем щукшу. Все, на этом наше время стрима подошло к концу. Спасибо за то, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия, Далмула. Все будет хорошо. Всего хорошего. Ассаламу алейкум. До свидания.